Добрый день, в эфире информационный выпуск «Киселяк-Парад», в студии Кирилл Потемкин. В Казахстане продолжается кампания по иммунизации населения. С 18 ноября в городской поликлинике номер 3 стартовала вакцинация беременных и кормящих женщин, а также подростков старше 12 лет. Вакцинация именно необходима для этого контингента, так как у нас беременные женщины и кормящие женщины очень тяжело переносят любую вирусную инфекцию, а особенно коронавирусную инфекцию. И непривитые беременные очень тяжело переносят пневмонии, всякие вирусные инфекции. И поэтому мы их призываем привиться именно данной вакциной МРНК, содержащей вирус вакцины. Данная вакцина, она защищает у нас и плод, так как передается плоду только антитела. В первые годы независимости в области запущен ряд крупных предприятий. Среди них АО «Султан». Компания производит 192 тысячи тонн продукции в сутки и экспортирует ее в 14 стран, включая Россию, Украину, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан и Литву. Моя коллега Айман Кузимбаева продолжит тему. Строительство фабрики началось в 1993 году и запущено в феврале 1996 года. Одна из турецких фирм инвестировала в этот проект 100 миллионов тенге. В его торжественном открытии приняли участие первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Мы работаем на собственном сырье. В 1996 году также была построена и введена в эксплуатацию мельница производительностью 250 тонн в сутки для производства сырья. Это у нас мука высшего сорта для макаронных изделий. Мельница твердых сортов, по переработке твердых сортов пшеницы общей производительностью 250 тонн в сутки. В 1996 году в цех макаронных изделий запущены 2 линии по производству короткорезанных и длинных макарон. В 1998 году завод приобрел еще одну линию. В 2008 году введена в эксплуатацию 4-я. Сегодня на заводе трудится 260 квалифицированных специалистов. Сейчас находимся в макаронном цехе. В данный момент у нас функционирует 2 линии. Всего в составе у нас 4 линии. Общая суммарная производительность в сутки 192 тонны в час. Все линии производства в Швейцарии. Получается, фирма у нас Бюллер. На данный момент у нас работают короткорезы и длиннорезы. Производительность короткорезанных макаронных изделий 1,5 тонны в час, длиннорезанных порядка 3 тонн в час. Фабрика предлагает около 30 видов макаронных изделий. Предприятие, выпускающее 192 тысячи тонн готовой продукции в день, ежемесячно производит 3400 тонн макаронных изделий, 600 тонн муки, 1100 тонн круп. Продукция фабрики «Султан» производится на современном оборудовании с применением новейшей технологии швейцарской компании «Бюллер». Готовая продукция экспортируется в 14 стран. Айман Кузимбаева, Майгуль Сейлбек, Адиль Нуржанов, служба новостей. В областной универсальной научной библиотеке имени Сабита Муканова организована специальная зона для детей и подростков Makerspace. Все желающие на протяжении нескольких лет занимаются здесь программированием, электроникой и роботехникой. Makerspace – пространство, в котором дети от 10 лет могут развивать различные навыки в программировании, электронике и робототехнике. Занятия проходят 2 раза в неделю, во вторник и субботу в 13:30. Каждый урок по-своему уникальный, говорит преподаватель Тимирлан Айтмагамбетов. Мы участвуем в различных соревнованиях, у нас в области очень много проводится. Также стараемся выезжать на республику. Вот недавно у нас один наш студент, который посещает зону Makerspace, поехал на такой конкурс, называется «Волжский вуз» по компетенции электроника. Вот результаты еще, к сожалению, неизвестны, но, я думаю, место хорошее занял. Каждое занятие проходит на различную тематику. Это день виртуальной реальности, где с помощью VR-шлема дети могут играть в игры и проходить испытания. День робототехники, где под руководством преподавателя можно попробовать свои силы и собрать конструкции из мелких деталей. Ребенок или школьник, студент, он знакомится с различными вещами, которые в будущем ему помогут выбрать будущую его профессию. То есть сейчас он может познакомиться с программированием, понять, ему нравится это ему или нет, с машиностроением, условно, то есть с электроникой, может он что-то хочет создавать.
Ну и вот профориентация – это самый главный плюс. К слову, занятия регулярно посещают 6-8 человек. Мадина Нуркина, Урал Амренов, служба новостей. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и до встречи в эфире.